Доброе утро, Уфа. Начинается уфимский разворот. Елена Черкова у микрофона. 27 апреля, понедельник. Никита Полянин включает нам музыку и отвечает сегодня за звук. Мы в прямом эфире работаем. +7 927 304 10 51. Номер для ваших смс-ок и сообщений в Телеграм. Трансляция в Ютубе, Фейсбуке запущена. Можно этот эфир там смотреть. Мы, как обычно, сегодня почитаем прессу. Прессы, благо, за выходные было много. Есть где разгуляться. Поголосуем. Во второй части программы обсудим башкирский диктант, который прошел 25 апреля. Это был всемирный диктант. Даже в Канаде писали, в Монреале. И это был первый диктант, который происходил в режиме онлайн. Вот об этом мы поговорим. Позвоним одной из организаторов этого диктанта и обсудим, в общем-то, какие были сложности. Может быть, их и не было. Наверное, это даже и хорошо, если бы их не было. Ну, а начнем мы с обзора прессы. Пресса с доставкой на дом. Ну, конечно, не могу я не начать с этой новости. Это такая традиционная для весны в Уфе новость, но каждый раз, когда я ее вижу, у меня прям душа поет и радостно становится от этого. Как вот, Никит, сможешь угадать, из-за чего я так радуюсь каждую весну в Уфе? Нет? Нет идей? Ремонт трассы Уфа-аэропорт начался. Ну, опять. Родненький наш, снова. Да, традиции нельзя нарушать, даже если коронавирус, и даже если вообще все очень плохо. Поэтому ремонт начали. Пока он ведется на участке от Бельского моста до развязки с автодорогой М5, ну, то есть довольно такой продолжительный отрезок. Перекрыли левые полосы в обоих направлениях. До 7 мая такие ограничения будут действовать. Об этом нам пишет Башинформ, и он же напоминает, что ранее на стройчасти в правительстве Башкирии обсуждали проект реконструкции автомобильной дороги Уфа-аэропорт общей протяженностью 17,4 километра. Этот участок дороги от пересечения с трассы М5 до развязки с подъездной дорогой к аэропорту с 1 апреля 2020 года был передан Федеральному управлению автомобильных дорог Приуралье. Сейчас прорабатывается увеличение пропускной способности этого участка и варианты благоустройства. По словам Ульфата Мустафина, целесообразно провести аналогичную работу на муниципальном участке трассы, то есть от моста через Белую до развязки с М5. Вот, в общем-то, все и началось. Мэр города отметил высокую загрузку от транспортной развязки с автодорогой Уфа-Дема до торгового центра Метро, там до Меги, получается. Как сообщал Башинформ, в мае прошлого года на 8-километровом вот этом же самом участке трассы Уфа-аэропорт было уложено новое полотно с применением технологий Super Rave. Super Pave, извиняюсь. Все работы выполнялись Super Rave был веселее. Все работы выполнялись в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Одной из причин образования колейности является высокий транспортный поток. Дорога Уфа-аэропорт является самой интенсивной в республике с точки зрения обслуживаемого трафика. В сутки здесь проезжали более 250 тысяч автомобилей, что, как пишет Башинформ, примерно равно трафику МКАД. Это приводит к более быстрому разрушению дорожного полотна. Но я еще напомню, кстати, что Елалов однажды у нас в эфире, бывший мэр Уфы, ныне сенатор, Ирик Елалов рассказывал, что вот такое состояние у дороги связано с тем, что во многом связано с тем, что ее изначально укладывали там в 50-х, и те нормативы и те материалы вообще не были рассчитаны на то количество транспорта, которое ходит по дороге сейчас. И вот поэтому у нас такое хобби в Уфе. Каждую весну мы ремонтируем трассу Уфа-аэропорт. Ну, учитывая, что, в принципе, поток движения сейчас не самый большой, самый такой загруженный, то, я думаю, не сильно это будет заметно для жителей города и жителей республики, которые заезжают в Уфу. Коммерсант пишет о том, что мэрия города согласовала снос в Черниковке 32-этажных домов. И Ульфат Мустафин утвердил проект планировки межевания кварталов в микрорайоне Черниковка, ограниченного улицами Кремлевской, Кольцевой, Коммунаров и Черниковской. Квартал площадью 10,2 гектара в 2014 году был передан в развитие компании «Маштехресурсы», которая принадлежит Геннадию Рубашкину и Евгению Попову. Что предполагает проект освоения этого квартала? Он предполагает снос 31
двухэтажного дома, почему-то в заголовке 30, 31 двухэтажного дома общей жилой площадью 17 тысяч квадратных метров, после чего там планируют построить 4 дома высотой от 15 до 25 этажей, и жилая площадь там увеличится до 138,5 тысяч квадратных метров. Таким образом, жилая площадь в квартале будет увеличена в 8 раз, а число жителей возрастет до 4,6 тысяч человек. Ну, причем сколько там сейчас живет, не уточняется. Что тут есть? Тут есть подробности немножко того, какой этот жилой комплекс будет дальше. Планируется, что на первых этажах домов будут встроенные помещения для социальных и коммерческих объектов, 4000 квадратных метров. Также наземные и подземные паркинги на 1400 машиномест. Строительство полноценной школы в микрорайоне не планируется. В документах мэрии сообщается, что на территории нельзя построить такой объект, нет возможности. Однако планируется строительство начальной школы на 200 мест, которая будет филиалом школы номер 111. Потребности остальных 700 школьников обеспечат за счет расположенных рядом 11 школ, организовав в них обучение в 2 смены. Вот так вот. То есть мы вроде как пытаемся уйти от обучения в 2 смены, но не везде это возможно, и поэтому где-то мы только к этому переходим. Строительство детского сада также не запланировано. Для этих целей предполагается выделить площади во встроенных помещениях новых жилых домов, 220 мест. То есть такие будут садики, скорее всего, на первых этажах новых домов, возможно, даже и частные, может быть, конечно же, и нет. Кроме того, отмечается в документах мэрии, в квартале предлагается разместить аптечный пункт, молочную кухню, поликлинику на 200 посещений, торговые предприятия, кафе, клубные посещения, спортзалы, пункты приема прачечной и химчистки. Однако, кто будет обеспечивать это предложение, в документах не поясняется. Ну, то есть такие, ну, вот, можете, но это совершенно не обязательная, конечно, к исполнению история. Что еще пишет «Коммерсант»? «Коммерсант» пишет о том, что мэрия города разрешила построить за ГДК 2 роботизированные парковки общей площадью 16,6 гектаров. Вот так вот одобрили, утвердили уже проекты планировки и межевания территорий. Предусмотрено общее благоустройство сквера Дубки и строительство 2 роботизированных паркингов. Проекты разрабатывало муниципальное предприятие «Архитектурно-планировочное бюро». Строительство роботизированных парковок на 208 мест каждая предусмотрено на месте металлических гаражей, которые располагаются в конце сквера. Оператор проекта не уточняется. Ранее о планах строительства таких вот парковок сообщал основатель компании ПСК-6, депутат города, Горсовета Уфы Андрей Носков. И что пишет «Коммерсант»? Что проект благоустройства сквера Дубки предполагает также размещение нестационарных торговых объектов, теплого туалета, парковки на улице Чудинова, реконструкцию фонтана «Танцующие журавли», о которой уже очень давно говорят, строительство детской и спортивной площадок, а также новое жилое строительство, пишет «Коммерсант», в квартале не планируется. Ну, хоть где-то хорошо. Сейчас в этом квартале проживают около 1500 человек. В общем-то, парковка, наверное, как-то должна им помочь. И интересно, что 3 февраля уже даже общественные слушания по этому проекту проходили. Это был «Коммерсант». Я теперь перейду к материалам, которые выходили на этих выходных на портале Медиакор-сети. Здесь, конечно, гениальный совершенно материал вышел под заголовком «У них все есть». Глава Башкирии опроверг покупку масок полицейскими за свой счет. Вот об этом, о том, что полицейские вынуждены маски покупать, заявлял ранее член Совета по правам человека Олег Галин на последней встрече как раз членов СПЧ с Хабировым, которая происходила также в онлайн-режиме, в Зуме. Галин рассказал, что многие полицейские Башкирии вынуждены за свой счет покупать маски и перчатки, потому что им не выделяют, то есть недостаточно выделяют этих средств защиты. По словам Галина, только за сутки сотрудники правоохранительных органов должны быть обеспечены около 5300 медицинскими масками, 4000 перчаток и 20 литрами антисептика. Ради Хабиров, в свою очередь, заявил, что такой проблемы в структурах МВД нет.
Потому что он, цитата, «всегда на связи с министром Романом Деевым», а тот заявлял, что масок и других необходимых средств всем хватает. Но я тут немножечко напомню, что у нас абсолютно нормально, когда полицейские покупают бумагу, чтобы работать за свой счет, потому что бумагу не выделяет Министерство внутренних дел. Обычно вот эту пищу, бумагу, там, снегурочку или какая она для принтеров. И часто полицейские за свой счет заправляют собственные машины, чтобы, и даже не собственные, а служебные, чтобы на дежурство ездить. Поэтому наличие или отсутствие масок, о которых так рьяно докладывает Роман Деев, который говорит, что все в порядке, это, конечно, абсолютно, по-моему, правдивая история, и я думаю, что просто кто-то опять не договаривает Хабирову, к сожалению. Поэтому, Радий Фаридович, вы уж как-то там не особо-то верьте тому, что вам все рассказывают. Не знаю, почитайте соцсети. Вот там прям много чего есть. Глава региона также добавил, что если есть какие-то проблемы, то маски можно передать полиции. Тогда надо сразу к нам обращаться. Вот как вот он себя представляет? Какой-нибудь там, не знаю, младший лейтенант, мальчик молодой, должен что сделать? Написать приемную Хабирову или что? Так его с работы уволят тогда. В общем, интересный материал, прекрасный. Я прям с удовольствием прочитала его. Что еще есть? Есть еще на портале УФА-1 тоже совершенно потрясающий по своему содержанию текст под заголовком: «В Башкирии волонтерам, которые помогают нуждающимся, выписали штраф за нарушение самоизоляции». Потому что нечего тут ходить и помогать всяческим непонятным людям. Тут даже есть фотографии, кстати, этого штрафа. Все это происходит в Ишимбае, не в Уфе. Волонтеры отправились на помощь нуждающемуся, и это сообщество «Добрый человек», волонтеры этого сообщества. И, в общем-то, они рассказывают, что шли с там, определенными лекарствами, продуктами к человеку, который их вызвал, но их остановили на улице, спросили, что это вы тут ходите. Они пытались объяснить, что мы вроде как мы волонтеры, мы можем передвигаться по городу. Но нет, им вручили уведомление о вызове на составление протокола, и протокол предлагают составить по части 1 статьи 20.6.1. Это административное правонарушение, которое как раз-таки предусмотрено сейчас, да, очень такая популярная статья за якобы невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности. Наказать могут штрафом, причем штрафы варьируются от 1 до 300 тысяч рублей, в зависимости от того, на кого он эти штрафы выписывает, на граждан, должностных лиц или юридических лиц. И представители волонтерского сообщества обратились в администрацию Ишимбая, говорят, что обращение это приняли в работу, но пока о том, что и как там будет происходить, информации нет. И буду я заканчивать обзор прессы вот таким вот материалом, который вышел на сайте ГТРК Башкортостан. Ну и, в общем-то, много он где вышел, просто здесь так довольно подробно все написано. Количество поездок не ограничено. В Башкирии ввели новые правила для дачников. Оказывается, что теперь на дачу можно вообще всем ездить, но нужно написать специальное заявление на портале «Дорога-02». Это, конечно, великолепная история, потому что я прям представляю, как, я не знаю, там моя 60-летняя мама сидит на сайте «Дорога-02» и пишет вот это заявление, мама, которая очень плохо владеет компьютером. Ну, в общем... Да, то есть или, не знаю, там какая-нибудь наша слушательница, которой там, больше 60 лет, да, должна поехать в сад, там рассада уже подрастает, а тут надо, оказывается, какие-то заявления писать. Смотрите, согласно документу, который был подписан, это официальное распоряжение правительства республики, он на сайте правительства как раз-таки размещен, согласно этому документу на дачи, в сады и огороды разрешено ездить гражданам независимо от возраста, нет ограничений в способе передвижения, однако нужно помнить, что общественный транспорт перестает ездить после 20 часов. Примечательно, что направляющиеся по огородным делам пенсионеры могут, в общем-то, тоже туда ездить, потому что сейчас пока вот по городу пенсионеры после 18 часов не должны передвигаться. Самый главный момент, который необходимо предусмотреть дачникам, это наличие документов. С собой необходимо иметь паспорт,
документы на садовый участок, на землю, дом, членскую книжку садового товарищества, в общем-то, то, что может подтвердить, что вот вы едете на свою дачу, и вот эта дача у вас есть. Также заявление, которое необходимо заполнить заранее. Форма этого заявления есть на сайте «Дорога 02». Можно оттуда это заявление скачать, заполнить от руки или, в общем-то, сделать это на компьютере. В заявлении необходимо указать, помимо личных данных, причину прерывания режима самоизоляции. Я вот не знаю, что надо писать. Типа, я еду сажать перец, например, да? Или как там? Или пахать огород, что угодно. Документ действует на поездку туда и обратно, время прибытия и убытия необходимо тоже указать. Вот сегодня в 18:00 я выехала из дома, чтобы поехать на дачу. Дорога туда и обратно не должна занимать более 90 минут. Вот такие вот у нас новшества. Сейчас закончим обзор прессы, но далеко вот от последней темы не уйдем и будем голосовать. Учитывая, что уже в эту пятницу начинаются майские праздники первые, они продлятся аж до 5 мая, и нам вроде как разрешили ехать на дачу, вот у меня к вам такой вопрос. Что планируете делать? 262-72-47, вы ничего не планируете, потому что вы добропорядочный гражданин и будете дальше дома сидеть и соблюдать режим самоизоляции. 262-72-47. 262-72-48, я плюну на все и поеду на дачу или еще куда-нибудь, потому что я уже сошел с ума, и я не могу сидеть и смотреть на своих там семью и на эти стены. Поэтому, да, просто куда-нибудь уеду. 262-72-48. Голосование. Процесс пошел. Итак, 262-72-47. Как добропорядочный, законопослушный гражданин, я все равно останусь дома, несмотря на майские, несмотря ни на что. Буду также сидеть дома в окружении своих там членов семьи, родственников и, не знаю, смотреть телевизор, делать то, что я делал весь этот месяц. 262-72-47. 262-72-48 номер для тех, кто вот хочет сломать систему, для бунтарей, которые уже устали сидеть дома и уже не могут смотреть ни на кухню свою, ни на телевизор свой, ни на жену на свою или на мужа. И, в общем, поедете вы куда-нибудь, даже заявление писать не станете, никакую там эту дорогу 02 осваивать не собираетесь, просто уедете. Знаете, или на дачу уедете, или куда-нибудь просто на природу поедете, шашлыки пожарить где-нибудь там на берегу очень тихой реки, или, не знаю, в соседний город к родственникам. Вот просто куда-нибудь хотите убежать. 262-72-48. Я даже не знаю, что делать. Я бы, конечно, очень хотела уехать куда-нибудь, но, честно говоря, сложно себе представляю, как мне это осуществить, потому что, насколько я понимаю, межмуниципальные перевозки теперь осуществляются нелегально снова. Недавно я, кстати, звонила в ту, так скажем, маршруточную компанию, на которой я обычно езжу в Стерлитамак, и они ездят на таких микроавтобусах, и мне сказали, что теперь микроавтобусы, конечно же, не ходят, но ходят такие типа легковые машинки, и нужно каждый раз звонить и уточнять, будет ли вообще эта машинка, потому что, конечно, они очень, очень сократили количество рейсов, к сожалению, и теперь добраться куда-то довольно сложно. Но ты знаешь, буду обращаться я к Никите или к камере, я не знаю. Нет, вот мне не хватает собеседника в эфире. Поездили вот в эти выходные немножечко по республике. Очень, конечно, мало транспорта, очень мало машин. В некоторых местах прям в течение получаса ты встречаешь, может быть, 1-2 машины. В некоторых местах, конечно, чуть-чуть пободрее, но, тем не менее, люди, да, соблюдают эту изоляцию, но мне кажется, уже всем настолько тошно от этого, что плевать на штраф, плевать на протокол, все равно поедем куда-нибудь, там, хотя бы в тот же свой сад, который недалеко от Уфы находится, или куда-нибудь, не знаю, там, в Бурзян, почему бы и нет, да, там точно сейчас людей нет, и точно можно изолироваться. Еще раз, 262-72-47, номер телефона для тех, кто будет дальше продолжать сидеть дома в самоизоляции, не будет никуда выезжать, несмотря на майские праздники, которые там, если не считать 2 рабочих дней, у нас растянутся аж на 10 дней, и, в общем-то, стартуют уже в эту пятницу
до 5 числа первый блок выходных идет. 262, 72, 47. Останусь дома. Все равно, да, вот несмотря ни на что, очень хочется, но я законопослушный. 262, 72, 48, а я вот люблю нарушать, я люблю рисковать, поэтому я куда-нибудь все равно уеду, потому что я уже не могу, уже нет у меня сил сидеть дома и смотреть на это, на все. Даже, возможно, не буду никакие заявления на сайте Дорога02 писать, и вот на свой страх и риск сяду в машину и уеду куда-нибудь, да, в сад, или просто куда-то за город уеду шашлыки пожарить, или в соседний город к родственникам, хоть куда-нибудь, куда глаза глядят. Сяду и буду вокруг Уфы круги нарезать. 262, 72, 48. Ну, ты знаешь, вот бунтарей у нас намного больше теперь, чем тех, кто законопослушно и сознательно будет сидеть дома. Ну, в общем-то, как бы я тоже в их числе. Наверное, все-таки я как-то попытаюсь найти способы уехать из Уфы, взяв с собой своих этих зоопарк, но не знаю. 262, 72, 47 будут продолжать сидеть дома в майские праздники, даже несмотря на то, что обещают, наверное, даже хорошую погоду, и я уже месяц дома сижу и ужасно устал. 262, 72, 48, все равно куда-нибудь уеду, плевать я хотел, пусть штрафуют даже, не буду никакие заявления писать, а может быть и напишу и уеду. Или на охоту. Разрешили же, вот на охоту поеду, например. В общем, куда-нибудь я точно на эти праздники убегу, потому что нет уже мочи сидеть в городе. Ну что, будем еще прям вот 5, 4, 3, 2, 1 и будем подводить итоги. Да, падали голоса. Итак, за номер 262, 72, 47, то есть за вариант «Останусь дома» проголосовали 30% слушателей «Эхо Москвы». А вот за второй вариант «Уеду, несмотря ни на что, и будь что будет, хоть даже и штраф», проголосовали уже 70% наших слушателей. Люди устали. В общем-то, абсолютно это понятно, и тут невозможно никого как-то, не знаю, осуждать или критиковать, потому что, мы тоже такие же, да, у нас хотя бы есть возможность там пару раз в неделю съездить в редакцию. Спасибо вам большое, друзья. Мы сейчас уйдем на новости, после новостей вернемся и поговорим про то, как прошел первый онлайн башкирский диктант. Половина седьмого в Москве, в студии Яков Широков, в эфире новости. Правительство Великобритании уже на этой неделе может объявить о смягчении карантина. Как пишет газета «Телеграф», такой вопрос премьер Борис Джонсон будет обсуждать со штабом по борьбе с инфекцией. Накануне глава кабинета вернулся в официальный офис после того, как перенес болезнь, вызванную коронавирусом. По словам источников издания, Джонсон может ускорить отмену некоторых ограничений. В королевстве было зафиксировано более 150 тысяч случаев коронавируса, свыше 20 тысяч человек скончались. Власти Израиля смягчают ограничительные меры. В стране разрешили открывать большинство непродовольственных магазинов и парикмахерские, однако лавки, которые расположены на рынках и в торговых центрах, останутся закрытыми. Рестораны смогут работать на вынос, правительство также не исключает возвращение к занятиям в школах. Однако жесткие меры могут вернуть, если количество случаев заражения коронавирусом начнет расти. Томская область стала еще одним российским регионом, который ограничил въезд и выезд. С сегодняшнего дня по решению местного штаба по борьбе с инфекцией пересекать границы области можно только по службе, причинам, связанным с производственной деятельностью или в случае крайней необходимости. На въездах будут установлены блокпосты, пишет издание РБК. Ранее об аналогичных мерах объявила администрация Нижегородской области. С понедельника в регион можно попасть только по экстренным рабочим пропускам и паспортам с местной пропиской. Первыми о закрытии границ региона в связи с коронавирусом объявляли ранее власти Чечни. 6 человек отравились неизвестной жидкостью на полигоне бытовых отходов в Новосибирской области. Все они скончались, рассказали агентству «Интерфакс» местным управлением МЧС. Еще одного пострадавшего доставили в больницу. Он находится в тяжелом состоянии.
Банк России снизил с сегодняшнего дня ключевую ставку до 5,5% годовых. В пятницу регулятор признал, что ограничительные меры, которые были приняты для борьбы с пандемией коронавируса и в мире, и в России, негативно отражаются на экономической активности. Решение о снижении ставки принималось в том числе для обеспечения финансовой стабильности, отметили в Центробанке. По его прогнозам, годовая инфляция в этом году составит по итогам года около 4-5%. Безработица в США может вырасти до показателей времен Великой депрессии, как сказал в эфире телеканала ABC советник американского президента по экономике Кевин Хассет. Каждые 10 дней страна теряет почти по 9 миллионов рабочих мест. Такого количества не было во время предыдущего кризиса 2008 года, добавил он. Нынешний стал крупнейшим, с которым сталкивалась американская экономика когда-либо, уверен Хассет. Сроки проведения единого госэкзамена в России могут вновь перенести, не исключает в Рособорнадзоре, как сказал в эфире «Эхо» начальник управления организации проведения государственной итоговой аттестации Игорь Круглинский. Пока сложно составлять прогноз в нынешней ситуации. Он напомнил, что ранее основной срок сдачи ЕГЭ перенесли с 25 мая на 8 июня. В Москве сейчас 1 градус выше нуля, давление 739 миллиметров ртутного столба. Днем ожидается местами небольшой дождь, плюс 9-11. Яков Широков, служба информации, «Эхо Москвы». 3, 2, 1. Реклама. Доходность не гарантирована. Репутацию нельзя купить. Но ее можно заработать. Как и деньги на фондовой бирже. Инвестиционная компания «Финам». Честный заработок на бирже. Мы заинтересованы в доходности каждого клиента, ведь от этого зависит наша репутация. «Финам». Телефон в Уфе 216 11 22. 18+. Мы ушли на карантин. Рацион теперь один. Гречка утром, гречка днем. Мы же так с ума сойдем. Стоп! Заказывайте вкуснятину с доставкой на дом в «Печенье развлечение». Семейный ресторан «Печенье развлечение». Мы доставляем. Подробности на сайте cookiefun.ru. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. На «Эхе Москвы» в Уфе новости. У микрофона Юлия Сафина. Здравствуйте. Число заболевших коронавирусом в Башкирии за выходные перевалило за 500 человек. Вчера на брифинге Минздрава Республики сообщили, что официально выявленных случаев в республике сейчас 527. Из них выписано 72 человека, скончалось 14. Всего в России зарегистрировано 80 949 заболевших, выздоровевших 6767, скончались от инфекции 747 человек. Группа жителей Стерлитамака обратилась в мэрию с требованием отменить самоизоляцию. Конфликт начался еще 24 апреля, но о нем стало известно лишь 26-го, сообщает портал УФА-1. По словам источника издания, 17 горожан пришли в мэрию с требованием отмены режима карантинного характера. Активисты снимали переговоры на камеру и опубликовали в сети под названием «Граждане СССР идут на прием к главе города Стерлитамак». В итоге в здание администрации прибыла полиция и отвела жителей города в участок. По данным издания, каждому из участников грозит наказание за нарушение режима самоизоляции. Сильный ветер в Башкирии повредил кровлю зданий. 25 апреля ветер повредил кровлю двухэтажного кирпичного дома в селе Первомайский Благоварского района республики. Сорванная крыша повредила 3 автомобиля, однако жильцы от эвакуации отказались. В результате никто не пострадал, сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии. Кроме того, в результате сильного порыва ветра в селе Авдон Уфимского района у детского сада Лейсан также была повреждена кровля. Отмечается, что детский сад был закрыт в связи с эпидемиологической обстановкой. Кроме того, в селе Слак Альшеевского района была повреждена крыша средней общеобразовательной школы. В Колтасинском районе кровля детского сада «Родничок», а в Нефтекамске крыша пенсионного фонда. Погибших и пострадавших нет ни в одном из случаев. В завершении выпуска о погоде. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в Уфе малооблачно, 9 градусов тепла. Днем до плюс 15, умеренный ветер без осадков. Юлия Сафина, служба информации «Эхо Москвы» в Уфе.
Вы слушаете «Уфимский разворот» – программу, в которой ваше мнение может быть услышано, голос учтен, а СМС-сообщение прочитано в эфире нашей радиостанции. Слушайте «Уфимский разворот» по будням с 8 утра. Да не просто слушайте, участвуйте. Продолжаем «Уфимский разворот». У микрофона Елена Черкова и за звукорежиссерским пультом Никита Полянин. Мы в прямом эфире работаем. Вы можете в нем тоже принимать участие. +7 927 304 1051. Номер для ваших смс-ок и сообщений в Телеграм. И трансляции в Ютубе, в Фейсбуке у нас продолжаются. Как я уже сказала, в первой части нашей программы 25 апреля в Башкирии, и не только, кстати, в Башкирии, в этом году это был уже второй международный формат башкирского диктанта, прошел башкирский диктант. Я молодец. Довольно много людей записывались, и в этом году было интересно. Вот в каком плане башкирский диктант. Никит, давай мы уже начнем немножечко звонить. Башкирский диктант этот был разделен на 3 блока. Один был блок для новичков, для тех, кто только-только начал изучать язык. Второй блок был для людей, которые свободно говорят на башкирском языке. Третий блок, вот это, кстати, интересная была история, был для носителей западного диалекта. Вот мы об этом и вообще обо всем том, что связано с башкирским диктантом, сейчас будем говорить с директором фонда по сохранению и развитию башкирского языка Гульназ Юсупова. Гульназ, доброе утро. Да, здравствуйте. Давайте мы начнем с того, как все это было организовано, учитывая, что в этом году диктант проходил в режиме онлайн. Расскажите, пожалуйста, такие немножко стартовые организаторские вещи. Да, в этом году международный диктант по башкирскому языку прошел онлайн, то есть из-за того, что у нас коронавирус и так далее. Да. Мы акцию запустили где-то 2 недели назад, до 25 апреля. Участвовали в нем всего 305 600 человек. Это было международно называется, потому что оно там участвовали и башкиры, которые живут за рубежом. То есть это такие страны, как Узбекистан, Швейцария, США, Германия, Испания. Также участвовали с регионов. А я правильно понимаю, что международным диктант стал вот только в 2019 году? Да, то есть международный диктант до 2018 года, он вообще назывался региональным диктантом и проводился на базе БГУ. То есть там участвовали только по республике. В 2018 году, вот для сравнения, участвовало 12 тысяч человек, а в 2019 году мы ее сделали статус международного, так как там вот начали участвовать из башкир, которые живут за рубежом. И в том году у нас участвовало всего 69 тысяч, около 70 тысяч человек. Но раньше в том году он проходил как? То есть мы также сделали сайт bashdiktant.ru, там проходило онлайн, мы прямые эфиры вели, и там участвовали, вот, которые живут башкиры за рубежом, они участвовали онлайн. А в Республике Башкортостан в основном мы собирались на площадках, то есть площадки у нас организовывались в вузах, в БГУ, в БГПУ, в некоторых школах, в башкирских гимназиях. Также у нас есть Всемирный Курултай Башкир, то есть их вот в районах они собирались, там тоже народ собирали, общественников, кто желает участвовать, то есть всех собирали, и мы писали в основном на площадках. И вот в этом году проходил онлайн. У нас были, конечно, какие-то технические моменты, такие сложности. Нам какого-то места сайт мог зависать, у кого-то интернет был плохой, да, то есть, у нас выручил, конечно,
башкирское спутниковое телевидение, то есть мы оттуда тоже ее транслировали. А как это все вообще происходит? То есть в определенное время люди выходят в интернет или включают телеканал БСТ, им читают текст, да? Они это пишут как? От руки на бумажке дома или это какая-то специальная форма на сайте, они печатают? Ну, у нас в этом году были вот 3 варианта. То есть можно было писать диктант по сайту, то есть мы там тоже вот, да, все, сейчас сначала. Так, диктант начался ровно в 11 по БСТ, потом прямые трансляции на ВКонтакте и в Ютубе. То есть мы эти все ссылки, вот эти вот программы, то, что на БСТ начинается, мы все раскидали. У нас там было полуровня. В 11 начиналось для начинающих башкиров, в 11:30 кто хорошо владеет башкирским, и в 12 там на северо-западном диалекте. То есть работы как мы могли отправлять? То есть на сайте было отделенное такое место, можно было печатать, ну, если у кого есть башкирский шрифт, там, то есть установить, и если успевает, можно было печатать и отправить. Второй вариант, то есть можно было написать от руки, там можно было скачать бланк, написать от руки, сфотографировать, прикрепить файл и отправить на сайте. Также у нас была электронная почта, можно было фото или скан работы отправить на электронную почту и по WhatsApp. Слушайте, ну 300 с лишним тысяч человек, а как долго проверка займет? Ну да, у нас по положению работы будут проверяться больше, месяц, 30 дней, так как в этом году мы экспертов набрали, слава богу, побольше. То есть там экспертов мы через Министерство образования собирали, то есть это учителя по всей учителя башкирского языка по всей республике. По поводу текста, как выбирали текст? Какой текст писали в этом году? Текст мы выбирали, раз у нас 75-летие, да, то есть про победу, там, то есть именно касающиеся войны, и все тексты выбирались по орфографической части, там, по грамматике выбирали доктора, там, филологи, кандидаты филологических наук, БГУ, Башкирский государственный университет, они, то есть, смотрели все тексты, нет ли ошибок. Но тексты были отрывками из повести. Это были 3 разных текста? Да, 3 разных текста. То есть первый уровень это был легкий текст. Так. Полегче мы текст взяли, и слова поменьше, там, по-моему, вот я сейчас точно вам не скажу, около 140 слов. Второй текст такой уже сложно, для хорошо знающих башкир. Там у нас уже 168 слов было, совершенно сложноватый текст. И третий текст у нас около 150 слов. Вот по поводу третьего текста интересно, а почему такое решение было принято делать еще и такой специальный диктант для северо-западного диалекта? Я с точки зрения вот именно филологической пытаюсь понять, это какие-то другие слова, это какая-то другая грамматика, другая... чем он отличается так, что нужно было определенный отдельный текст брать? Изначально, вот я сейчас расскажу, в 2018 году диктант писали только на одном уровне, то есть только для хорошо владеющих башкир. В 2019 году мы внесли туда еще второй уровень, то есть кто начинает только изучать башкир, так как в том году было очень много таких, я бы попробовала писать диктант, но я не очень хорошо знаю башкирский, да, то есть у меня не было возможности учить и так далее, вроде как разговариваю, но не понимаю. Мы решили сделать легкий текст и сложный текст. В 2020 году очень многие башкиры, которые живут на северо-западном, в Перми, писали, мы бы тоже хотели бы поучаствовать в этой акции, но у нас не было в свое время возможности изучать именно литературный башкирский язык. То есть там такие обращения были, но если мы будем писать на литературном языке, у нас будут ошибки. То есть давайте попробуем сделать на северо-западном диалекте. То есть это другая лексика? Да, там немножко другая лексика получается. Там это северо-западный диалект башкирского языка, это родной язык северо-западных башкир. Она отличается от литературного языка. Там
как сказать, это территориальный вариант башкирского языка, в котором еще не завершились фонетические процессы. Получается, она как бы между, она, почему, вот как объяснить-то? Но она фактически, вот северо-западный диалект, она более древняя такая еще, такая форма башкирского народного разговорного языка. То есть вот она как бы отличается, да. Ясно. От литературного языка. Угу. Кто читал тексты? Кто был диктором? Диктор был, для первого уровня у нас был Загир Зайнеддинов, музыкант, да, инструменталист, его очень многие знают. Молодежь подтянулась из-за него, да, то есть там были такие девушки, фанаты, которые только из-за него писали диктант. Тоже неплохо. Готовились. Да, вот, то есть это вот, ему тоже большое спасибо, что вот из-за него тоже у нас большое количество людей писало. Второй уровень у нас это легенда телевидения Флюра Мурзина, да, то есть тоже в районах ее хорошо знают, смотрят телевидение, то есть, мы с такой целью тоже ее взяли, она очень хорошо прочитала. И третий уровень у нас по северо-западному диалекту читал Марсель Салимов, так как он сам живет сам с северо-запада республики. У него вот именно родной язык, то есть он разговаривает сам на северо-западном диалекте. Он, конечно, хорошо знает и литературный башкирский язык. Вы знаете, я вот как раз по поводу северо-западного диалекта довольно много читала в Фейсбуке критических каких-то таких сообщений, что на самом-то деле это все больше татарский язык, и очень много было претензий к вот этому диктанту, потому что как раз-таки включили этот диалект. И вот у нас как раз от слушателя вопрос, просит как-то прокомментировать, что вы скажете тем, кто считает этот северо-западный диалект на самом деле татарским языком. Можете что-то как-то вот рассказать? Северо-западный диалект, да, он есть, наверное, схожие моменты, но это не татарский язык, то есть просто северо-запад, наверное, граничит с Татарстаном, и, может, поэтому у них как бы есть какие-то особые, общие какие-то, фонетические моменты, да, то есть, нет, северо-западный диалект – это башкирский язык. Гульнас, спасибо вам большое, тогда проверяйте дальше, будем ждать результаты. На самом деле, я вчера полистала соцсети, было очень много как минимум в моей ленте людей, которые выкладывали фотографии вот этих бланков или просто листов А4 с рукописными текстами. Многие писали, это, в общем-то, довольно неплохая история для самопроверки. Вот, кстати, есть у нас еще буквально немножечко времени. Я хочу такой быстрый вопрос задать нашим слушателям. Вы вот в подобных диктантах, неважно, башкирских, русских, там, даже географических, возможно, когда-нибудь принимали участие? Вот интересно вам такое? Или вы уже школу я закончила, и больше не надо меня этими ЖШи или другими грамматическими нормами других языков терроризировать? 262-72-47, да, и делают регулярно, и мне очень нравится, и это такой способ размять свой мозг, не дать своему мозгу как-то постареть, позабыть свою родную речь. Это отличная история, прям очень здорово. 262-72-48 не принимал ни разу, не интересно, не хочу и, в общем-то, и не буду. Голосование. Процесс пошел. 262-72-47. Я принимала участие в таких диктантах, или в башкирском диктанте, или в русском диктанте, тотальный диктант он называется, или даже в географическом диктанте, а возможно даже и во всех сразу. Мне это очень нравится, мне это интересно. Я считаю, что нужно как-то даже, несмотря на то, что мы закончили школу и больше нам не будут ставить оценки в дневник, такие вещи делать, потому что это развивает мой мозг, да, как минимум вот только мой мозг. Вот сделать себе хорошо, размяться. 262-72-47. Принимал участие. 262-72-48 ни разу не принимал участие. Мне это вообще не интересно. И, в общем-то, мне больше заняться еще нечем. Диктанты сейчас писать не хочу и не буду. 262-72-48. Никит, ты писал когда-нибудь диктанты? Нет, я вот тоже не дойду никак. Я хотела поучаствовать в тотальном диктанте, но что-то как-то у меня вечно не складывается. Ты в школе не писал. Что там, правда, дурацкие диктанты эти. Но мне, кстати, в школе нравилось.
Вот именно диктанты писать мне нравилось. Не знаю, как мне сейчас понравилось бы ли, учитывая, что я школу закончила сколько лет назад, там, 10-15, не знаю, не помню. У меня с математикой, как ты видишь, не очень хорошо. 262-72-47. Я принимала участие в диктантах или в башкирском, или в русском тотальном диктанте, или даже в географическом, неважно. Мне это очень нравится. Мне кажется, это очень важная, нужная история, как минимум для того, чтобы своей собственной голове, своему собственному мозгу, рукам дать вот какую-то нагрузку, поразвиваться, да, не дать забыть какие-то очень простые вещи, которые вот с течением времени из памяти выветриваются, возможно, даже и это плохо, что они выветриваются, поэтому я, конечно же, всеми руками за и принимаю участие. 262-72-48 ни разу не писала, в общем-то, нет у меня даже желания никакого вообще, зачем это мне, я не в школе, зачем писать грамотно, да? Мы же не на диктанте, как обычно говорят в интернетах. 262-72-48. Останавливаю голосование, в общем-то, уже довольно понятно. 67% слушателей наших говорят, что они ни разу не участвовали, 33% говорят, что они принимали в таких диктантах участие. Ну, есть как раз-таки, наверное, если карантин дальше продолжится, повод поучаствовать, почему бы и нет, хотя бы как-то весело попытаться провести время. Друзья, спасибо вам большое за участие в нашем сегодняшнем эфире. Мы будем потихонечку заканчивать. Сегодня у нас после 15 часов Азамат Саитов и его послесловие. Также днем сегодня у нас Валериан Гагин и Парк искусств. Оставайтесь на эхе, не переключайтесь. Хорошего дня и пока. Мягкой посадки вашим батарейкам.